Дают 6 лет колонии за комментарии в интернете, а за избиение просто штраф. Что произошло с Таджикистаном? Куда мы катимся? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Саид Умар Саидов, племянник активиста партии Исламского возрождения Таджикистана ПИФТ, приговорен к 6 годам колонии по обвинению в членстве в запрещенной организации. Об этом сообщил дядя осужденного, активист запрещенной в стране исламской партии Шамсидин Саидов. Приговор Саиду Умару вынесен судом города Бахтар 11 июля. Насколько мне известно, моего племянника задержали, ставленный под публикацией о моем сыне Абдулло комментарии: «Боже, избавь моего дядю от клеветы». При вынесении приговора присутствовали мать и супруга Саида Умара. Они были в шоке. Никто не ожидал, что можно приговорить человека к 6 годам тюрьмы всего лишь за один комментарий, рассказал Шамсидин Саидов. Абдулла Шамсидин, сын Шамсидина Саидова, бывшего помощника основателя ПИФТ Саида Абдулло Нури, был депортирован из Германии в Таджикистан 18 января этого года. 28 марта он был приговорен к 7 годам лишения свободы. Суд района Сино города Душанбе признал его виновным по части 1 статьи 307 Уголовного кодекса Таджикистана. Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан. По словам близких, 31-летний Саид Умар Саидов был задержан в апреле этого года в районе Кушаньон. Адвокатом он обеспечен не был. Обжалование приговора не имеет смысла, считают родные осужденного. Напомним, сам Шамсидин Саидов в январе 2018 года судом Хатлонской области был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. За последние годы суды в Таджикистане задержали и приговорили к различным срокам тюремного заключения нескольких родственников активистов таджикской оппозиции. В апреле этого года в Фархорском районе был задержан Самаридин Курбонов, брат находящегося за границей гражданского активиста Илхамджона Курбонова. Власти обвинили Самридина в том, что он якобы получал деньги у активиста в одной из запрещенных в стране организаций и передавал их семьям осужденных оппозиционеров. В прошлом году 5 родственников основателя ПИФТ и бывшего председателя комиссии по национальному примирению Саида Абдулло Нури были приговорены к различным срокам лишения свободы по обвинению в получении незаконных финансовых средств из-за рубежа. Власти Таджикистана считают преступлением любое сотрудничество с находящимися за пределами страны сторонниками оппозиционных партий и групп. Оппозиционеры действия силовых структур расценивают как преследование своих родственников, находящихся в Таджикистане. Международные правозащитные организации неоднократно подвергли власти Таджикистана критике за преследование родственников оппозиционеров и требовали не использовать их как инструмент давления на политических оппонентов. Но, как мы видим, особо результатов это не дало. А суд Фархорского района Хатлонской области оштрафовал героя видеозаписи, которая попала в соцсети и вызвала общественный резонанс. Бегахмат Назаров был привлечен к административному наказанию за избиение и нанесение телесных повреждений своей соседке Махихубон Тилавовой, но потерпевшая намерена добиться более строгого наказания для него. Хотя в Таджикистане происходит много конфликтов и судебных тяжб из-за земли, но произошедший инцидент в очередной раз поднял вопрос о насилии над женщинами в Таджикистане. Этот конфликт произошел месяц назад в кишлаке Афарди Фархорского района. На видео запечатлено, как на Махихубон Тилавову нападает ее односельчанин, который обвинил ее в том, что коровы Махихубон паслись на его земле. Женщина говорит, что наоборот, Бегахмат насильно привел ее коров на свою землю. По ее словам, Бегахмат напал на нее, когда она выводила своих коров с его участка. Корова была привязана к дереву. Мне стало ее жалко, я хотела побыстрее развязать ее. Но сосед не давал этого сделать и говорил, что скотина ест его хлопчатник. При этом он нецензурно выражался и оскорблял меня. Мы стали убегать. И я не думала, что он будет распускать руки, сказала собеседница. Мнение Бегахмада Назарова получить не удалось. По жалобе Махихубон Тилавовой сотрудники ОМВД Фархорского района открыли административное дело в отношении Бегахмада Назарова. Суд признал его виновным по статье 460 «Мелкое хулиганство» Кодекса об административных правонарушениях и оштрафовал его на 476 самани. В решении суда нет ни слова об избиении Махихубон Тилавовой, а лишь упоминается нецензурная брань Бегахмада Назарова в адрес соседки и его раскаяния. Родственники Тилавовой говорят, что суд вынес несправедливое решение, и женщина
намерена обжаловать решение суда. По ее словам, она будет добиваться, чтобы справедливость восторжествовала и Бегахмат Назаров понес справедливое наказание. И хотя судебно-медицинская экспертиза сделала выводы, что повреждения, нанесенные в результате побоев, привели к частичной потере функций, Махихубон утверждает, что она до сих пор лечит раны, полученные в результате побоев односельчанина. Жестокое обращение с женщинами в Таджикистане проблема не новая. Правительство Таджикистана заявляет, что прилагает большие усилия для искоренения насилия в отношении женщин, а правозащитники считают, что насилие в отношении женщин – обычное явление в стране, и усилий правительства по искоренению этого явления недостаточно. А вы как смотрите на это? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.